Главные события уходящей пятницы 16 мая в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы. Переговоры России и Украины в Стамбуле официально стартовали. Расскажем подробности. В Верхневилюйском районе подтопило участки трассы в Вилюю, паромные переправы через одноименную реку. Узнаем, как это повлияло на движение транспорта. Быстро доставить пациента из села в медицинский центр во время распутицы зачастую можно только по воздуху. С одним из рейсов санавиации направилась и наша съемочная группа. Якутские предприниматели получат субсидию на развитие туристической инфраструктуры. В начале июня станут известны имена победителей конкурса грантов нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Нежный цветок весны и символ стойкости в Якутии сегодня отмечают День подснежника. Встреча России и Украины стартовала в Стамбуле. Переговоры начались с приветственного слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Он отметил, что нынешний этап урегулирования на Украине критический. Фидан перед встречей делегации России и Украины отметил готовность сторон к прямым переговорам. Делегации России и Украины на переговорах в Стамбуле сидят за П-образным столом друг напротив друга. Между ними располагаются представители Турции. Следует из первых кадров с переговоров. Давайте посмотрим. Прямая готовность России и Украины к переговорам открыла новое окно возможностей. Перед нами есть два пути. Один из путей возьмет нас к миру, второй мир приведет к еще большим разрушениям. Стороны сами определят, какой из путей им выбрать. В Якутии потушены все лесные пожары, как сообщает региональный оперштаб. В четверг, 15 мая, удалось ликвидировать один лесной пожар в Верхоянском и один ландшафтный в Абыйском районе. С начала мая уже зафиксировано более 240 природных пожаров, большая часть из них ландшафтные. Причиной такого количества стали сельхозпалы. Почти все очаги были потушены вручную, только 3 дождями. Напомню, в Якутии начал работать самолет-зондировщик. Накануне он вызвал искусственные осадки в Горном, Хангаласском, Амгинском и Чурапчинском районах. На реке Лени активная фаза ледохода проходит по территории Намского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского районов и Якутска. Верхняя кромка ледохода наблюдается у населенного пункта Исид Хангаласского района, у населенного пункта Эдейцы Намского района уровень воды 485 сантиметров, при критическом в 596. На реке Алдан активная фаза ледохода вышла в устье. На участке Тамот-Батамай продолжается ледоход различной интенсивности. На реке Вилюй верхняя кромка ледохода наблюдается у Вилюйска. Уровень воды 850 сантиметров, при критическом в 1050. Редкий ледоход. Нижняя кромка вышла в устье. Подтопление участков трассы Вилюй в Якутии не повлияло на движение транспорта. Подтоплены подъездные пути к паромной переправе через реку. Данные участки ведут к переправе через реку, которая не работает в связи с ледоходом. Перевозки осуществляются судами на воздушных подушках. Отмечу, что причал для судов на воздушных подушках расположен выше по течению реки. Автомобили при необходимости могут проехать к нему вброд или объезд. Поэтапное завершение отопительного сезона стартует в Якутии с 21 мая. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона. На 21 мая запланировано отключение тепла в Татинском и Чурапчинском районах. 22 мая в Усть-Алданском районе. С 23 по 26 мая батареи начнут отключать в Якутске, Тампонском, Горном, Хангаласском, Вилюйском и Сунтарском районах. Амгинский, Мегино-Кангаласский и Сунтарские районы планируют завершить отопительный сезон 25 мая. Некоторые районы, включая Верхоянский, Алданский, Вено-Батантайский, Верхнеколымский, Кобяйский, запланировали окончание сезона на 31 мая. 3-6 июня топить перестанут в Оленёкском и Среднеколымском районах. В Якутии скоро ведут в эксплуатацию 9 новых домов для переселенцев из аварийного жилья. Это часть программы переселения, рассчитанной с 19 по 25 годы. На данный момент из запланированных 124 домов уже завершены 116. Однако остаются недостроенными 7 объектов, начатых в 2022 году. В таких населенных пунктах, как Нюрба и Чульман. В некоторых же местах строительство приостановлено из-за проблем с застройщиками. Здесь география, скажем, проблемных домов, не введенных своевременно, она разная.
и Заречье, и Крайний Север. Сегодня таковыми является это за 22 год 4 дома, за 24 год 8 домов. И мы, конечно, от правительства этот вопрос никогда не снимаем с себя ответственность. В Балтумане признали проблему отсутствия инфраструктуры для электросамокатов. Председатель Постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике Павел Петров провел совещание по вопросам организации передвижения на электросамокатах и иных средствах индивидуальной мобильности. Основная проблема, обозначенная участниками совещания – отсутствие необходимых зон для безопасного передвижения пользователей. Отмечено, что число арендованных электросамокатов в столице региона превысило отметку в 1500. Однако пока отсутствуют специально оборудованные участки дорог и тротуаров для движения на данном виде транспорта. Также не установлены четкие правила ограничения скорости и специальные парковочные места. Было даны рекомендации города в лице департамента по транспорту о том, что все-таки необходимость включения в ту комиссию, которая сегодня дает разрешение на использование самоката в виде стоянок, в виде проездов и так далее, органы государственной автоинспекции, органы МЧС. Это, наверное, необходимость, это, наверное, уже нужно делать. И вроде бы с одной проблемой, проблема небольшая, но с другой стороны она затрагивает все слои населения, которые есть. Поэтому дальше комитет будет продолжать работу в виде законодательной уже инициативы. И мы постараемся сделать не только на уровне республики, но и внести свои предложения непосредственно в Государственную Думу Российской Федерации. Дом народного творчества имени народного артиста СССР Дмитрия Ходулова в селе Мая – место, где объединяются творчество, искусство и активное участие жителей села. Вот уже 5-й год коллектив Маинского центра культуры работает и служит искусству в новом здании, построенном за счет средств компании «Алроса». Подробности в сюжете далее. Благодаря поддержке якутской алмазодобывающей компании «Алроса» долгожданный современный комплекс стал сердцем культурной жизни селян. Двухэтажное здание в самом центре села Мая открыло множество возможностей для развития населения. Сегодня здесь работают 5 народных коллективов, объединенные общей целью сохранения и популяризации культурного наследия. Самое главное достижение Дома народного творчества – возможность приумножать и развивать таланты, дарить незабываемые эмоции и яркие представления. Здесь каждый день премьера. Центр культуры имени Дмитрия Федоровича Ходулова села Мая было построено на средства компании «Алроса». И именно благодаря этой компании это здание было построено в кратчайшие сроки и введено 25 декабря 2020 года с участием Ильдархана Республики Саха-Якутия. Построенный на средства «Алроса» 5 лет назад культурный центр стал домом для народных коллективов и гордостью всей республики. Самый посещаемый и любимый маинцами театр юного зрителя является визитной карточкой культурного центра. В этом году театр открыл 47-й сезон и объединил больше 100 детей. Юные театралы покоряют творческие высоты, завоевывают призовые места на различных фестивалях и конкурсах. На данный момент сейчас в нашем ТЮЗе занимается более 100 детей из 3 школ села Мая. Уже 5 лет мы занимаемся в нашем новом здании, что еще больше нас окрыляет и дает прям толчок такой к творческому успеху. С самого утра в разных уголках центра слышны якутские напевы, проходят репетиции танцевального коллектива и народных театров. Ни дня без мероприятий от творческих вечеров и концертов до фестивалей улусного и республиканского масштаба. Вот и маинский хор имени Нины Николаевны Васильевой «Гордость Улуса и всей республики» готовится к очередному выступлению. Наш хор является одним из 12 лучших самодеятельных хоровых коллективов России. Мы представляем свой мегино-кангаласский улус в разных республиканских, всероссийских конкурсах и является лауреатами и дипломантами. В стенах нового культурного центра хочется только творить, говорят работники. Новые просторные светлые залы вдохновляют их на воплощение творческих идей. Одним из таких проектов стала балетная студия, которую впервые открыли в 2021 году на базе детско-юношеского эстетического центра «Каталык». Дом
народного творчества в мае продолжает развиваться и радовать жителей новыми проектами и событиями. Кинозал на 50 мест, оснащенный всем современным оборудованием, собирает полный зал любителей кино. Здесь 6 дней в неделю идут сеансы, проходят премьеры новых фильмов. Культурный центр остается символом единства и стремления к культуре в новом современном формате, ставшем возможным благодаря поддержке алмазников. Гульнара Мосова, Мегина, Кангаласский район. Быстро доставить пациента из села в медицинский центр во время распутицы зачастую можно только по воздуху. Санавиация каждый день отправляется в отдаленные районы Якутии. Очередной вызов поступил в Тампонский и Усялданский районы. Вместе с бригадой медиков на вызовы отправилась и моя коллега Даяна Федорова. Предполетный досмотр, проверка оборудования, и можно отправляться в путь. В этот раз заявка поступила из поселка Джибарики-Хая Тампонского района. У 61-летней якутянки подозрение на второй инсульт. Врачи поселка до прилета бригады оказали помощь как могли и оперативно направили заявку на транспортировку. Много капельниц поставили. Сейчас не проедешь. Да, вертолетом. После нормализации состояния жительницу поселка транспортируют в районный центр. Путь на машине из Джибарики-Хая до Хандыги занял бы почти 3 часа, но медлить нельзя. Каждая потерянная минута может стоить человеку жизни. Пациенту с подобным диагнозом лечение нужно начинать как можно скорее. Полеты в основном выполняются на вертолете, где есть все необходимое. Кислород, аппарат искусственной вентиляции легких, а также кардиомонитор. Другими словами, все для оказания медицинской помощи в полевых условиях, даже самым тяжелым пациентам. Спустя 10 минут полета в Хандыге медики скорой помощи уже готовы принять и передать другого пациента, которого нужно доставить в Якутск. Инфаркты, травмы при ДТП, сложные роды. Санавиация приходит на помощь в экстренных случаях. В бригаде специалистов сегодня фельдшер и врач-анестезиолог-реаниматолог Василий Заровняев. В профессии уже больше 10 лет. Работа нравится тем, что видят качество выполняемой работы, вылеченные, пролеченные пациенты. Это успех. В полете поступает еще одна заявка из Усть-Алданского района села Барагонцы. Бригада реагирует на вызов. После проверки жизненно важных показателей беременной пациентки вертолет берет курс на Якутск. Спустя почти 6 часов вертолет вновь приземляется на посадочную площадку. И уже карета Центра медицины катастроф с мигалками едет в РБ-2. В настоящее время в штате Центра медицины катастроф более 100 сотрудников, среди которых фельдшер выездной бригады Егор Беленков. С детства мечтал стать пилотом сначала. Всегда играл во дворе и смотрел, как вертолет прилетает на задание. Вот смотрю, уже хотелось на вертолете летать. И потом свою жизнь связал с медициной. Беременную пациентку Валентину Лыткину бригада отвозит в перинатальный центр. Я сейчас в 36-м неделе. Сегодня я обратилась из-за тонуса. Каждый вылет – это шанс на жизнь. В течение года количество подобных рейсов может достигать 2600, что соответствует примерно 3000 пациентам. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. В нерюнгринских семьях пополнения в рамках празднования Международного дня семьи в столице Южной Якутии прошла торжественная выписка новорожденных. Для семей, чьих малышей выписали в праздник, приготовили памятные подарки и сертификат. Подробности у наших коллег. Волнующее ожидание, тишина и взгляды на дверь с долгожданной табличкой «Выписка». Отцы, приглашенные на торжественную встречу, берут на руки уже не первенцев в своих семьях, а вторых и третьих детей. Сегодня выписывают 3 новорожденных, 2 девочек и 1 мальчика. На сегодняшнюю дату у нас родилось 194 ребенка, 88 мальчиков и 107 девочек. Мы считаем, это хороший знак. Рождение девочек – это всегда к миру, к счастью. Поднять ребенка, вырастить его, дать образование – это всегда сложно. И поэтому мы считаем, что такие семьи достойны уважения.
Вот. И мы всегда любим детей, которые рождаются у нас. Мы знаем, что они будут самыми лучшими, добрыми, умными. Вот. И поэтому с удовольствием рожаем детей, с удовольствием выписываем и с удовольствием будем принимать дальше. Долгожданная встреча с родными и близкими, искренние поздравления, цветы и подарки. Кроме того, родителям выдали первые в жизни их малышей документы, свидетельства о рождении. Семья – ячейка общества наше. Все, что у нас есть, как бы, ничего больше нам и не надо. Семья, дети, счастье, любовь, здоровье. И акушерочки, и санитарочки, и врачи. Потрясающий персонал. И роды хорошо прошли, дай бог здоровья всем. Спасибо большое врачам и акушерам, гинекологам. Присутствующие гости торжественной выписки поздравили счастливые семьи и даже все вместе спели акапелла. Екатерина Павлова, Александра Цыбикова, Нирингри. Тем временем в алмазной столице прошли профориентационные встречи, на которых местные предприниматели познакомили школьников с различными профессиями и возможностями для будущей карьеры. Мероприятия были организованы с целью помочь молодежи лучше понять рынок труда и выбрать подходящее направление для дальнейшего обучения и профессионального роста. На встречах предприниматели делились своим опытом, рассказывая о тонкостях ведения бизнеса, необходимых навыках и качествах, которые ценятся в современных условиях. Я рассказала о своем пути предпринимательства. Детям было очень интересно, как начинать бизнес с нуля. Несмотря на свой юный возраст, школьники задавали очень серьезные вопросы. Например, помогли ли школьные знания в построении бизнеса, какие трудности были, как избежать выгорания, как работать с хейтом и многие другие. Я считаю, что такие профориентационные встречи нужны старшеклассникам в определении своего выбора. Якутские предприниматели получат субсидию на развитие туристической инфраструктуры. В начале июня станут известны имена победителей конкурса грантов нацпроекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. При этом общая сумма субсидий может составить 402 миллиона рублей. Подробности у моей коллеги Саргаланы Неустроевой. С каждым годом в Якутии открывается все больше различных турбаз, домиков отдыха или комплексов для отдыха на природе. Но не каждый предприниматель способен самостоятельно вывести свой проект на достойный уровень. В этом им как раз и помогают субсидии национального проекта. А также у нас проект включает в себя строительство глэмпингов, модульных домов. У нас выделялось, получается, у нас прошел уже региональный этап, сейчас идет федеральный этап, на который у нас предоставлено 40 заявок. Это сумма примерно 400 миллионов рублей. Надеемся, что нам ее одобрят. В рамках этого конкурса база отдыха Пончо Кэмп неподалеку от Якутска в прошлом году расширилась до 15 домов. 9 из них построены за счет гранта. При этом представители базы отдыха никаких надежд на субсидию не питали. Выиграли неожиданно для себя. Но вообще, получается, мы не планировали настолько увеличиваться, но благодаря нацпроекту, конечно же, это было очень колоссальное вливание в нашу базу отдыха. Конечно же, мы очень рады, то, что наша база развивается на сегодняшний день. 15 гостевых домов, наверное, пока что в республике еще нет такого туристического комплекса. Да? Своим клиентам турбаза предлагает не просто отдых, отмечает Наталья. Их цель – это качественное обслуживание клиентов, их приятные эмоции и воспоминания. Не зря символом предприятия стала пончо – уютная и теплая. И вот недавно мы получили такую вот премию «Золотой Меркурий» среди лучших малых предприятий в сфере туризма. В этом году мы планируем развить инфраструктуру. Да, для того, чтобы человек не просто приезжал в гостевой домик отдохнуть, да, а также мог погулять по лесу, например. Да. Отметим, что в прошлом году субсидии на строительство домов получили только 24 предпринимателя. Еще 40 выиграли грантовый конкурс на развитие туристической инфраструктуры. Как отмечают в региональном ведомстве, возможно, уже в скором времени результаты реализации национального проекта увеличат турпоток в регионе. Саргалана Неустроева, Нюргун Старостин, Якутск. В Якутии действует 93 музея, самое большое количество среди регионов Дальнего Востока. Традиционно в преддверии Международного дня музеев вручается премия имени мецената Михаила Габышева. Кто стал обладателем самой почетной награды в музейном деле, знает Эржен Гармаева.
Музеи – это не скучные выставки и покрытые пылью предметы старины, а хранители культурного и исторического наследия народа. Хорошо понимал это первый президент Якутии Михаил Николаев. Им и была учреждена премия имени Михаила Габышева, самая важная и престижная для музейного сообщества республики. Каждый год мы собираемся, анализируем работу наших учреждений, какие новшества привносятся, да, теми или иными сотрудниками, теми или иными учреждениями музейными и даем такую высокую оценку. Меценатом года признан Алмаз Эргиен-банк. Благодаря поддержке банка якутяне, не выезжая за пределы республики, смогли воочию увидеть экспозиции из Эрмитажа и Русского музея, в частности, выставку картин Ивана Айвазовского. Алмаз Эргиен-банк поддерживает не только музеи, но и другие учреждения образования, культуры и духовного развития. В номинации «Музей года» триумфатором стал комплекс «Россия. Моя история». Это самый молодой из номинантов. В этом году музею исполнится всего 7 лет, поэтому для коллектива «Победа» приятный сюрприз. Я думаю, что эта премия, она для нас это определенный аванс, это определенное напутствие доброе от наших коллег, от членов комиссии, которые принимали это решение. Лучшим сотрудником стала Татьяна Старостина. Она настоящий корифей своего дела. 30 лет Татьяна Гавриловна трудится хранителем в Якутском музее имени Ярославского. Я храню предметы, те, которые есть в запасниках нашего музея. И, соответственно, со всей ответственностью, что есть в нашей истории, мы их храним и передаем будущему поколению. Торжество на этом не заканчивается. К профессиональному празднику музейные работники подготовили множество интересных выставок и активностей. Ржана Гармаева, Нюргун Старостин, Якутск. Подснежник не только предвестник весны, но и символ стойкости духа. Поэтому неудивительно, что в Якутии его день отмечают 18 мая. Сколько видов произрастает в республике и как его используют в народной медицине, знает Вероника Таюрская. В России произрастает 12 видов прострелов. Именно так в науке называют всем известный подснежник. На территории Якутии можно встретить 5 его разновидностей, из которых 2 внесены в республиканскую Красную книгу. Возле Якутска у нас растут подснежник желтый. Он называется по-научному прострел желтейший. Ну и в последнее время поменяли название прострел узколистный. Есть многонадрезанный, даурский, и в Красную книгу у нас занесены подснежник прострел Турчанинова и прострел Аянский. В честь праздника Минэкология Якутии и Батсад института организовали День подснежника. Гостей ждала насыщенная программа, в которую вошли эко-фитнес, квесты для школьников и мастер-классы. На последних рассказали о прострелах и его пользе в народной медицине. Они являются ядовитыми, да, поэтому очень осторожно используем. В народной медицине их используют в состоянии ботанизации бутонов. Да, именно вот у кого ревматизм, паралич и кожные заболевания. Стоит отметить, что подснежники всегда находили отражение в культуре и искусстве. Фотографий много подснежников, и вот я несколько штук сегодня принесла с собой. В основном такого прошлого 2-3 года назад фотографировала некоторых. В ботаническом саду Института биологических проблем криолитозоны произрастает 4 вида подснежников. В дальнейших планах у сотрудников начать выращивать аянский прострел. Вероника Таюрская, Нюргун Старостин, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.